Учил турецкий, подготавливаясь к экзамену ЙОС. Вообще, как происходил сам процесс подачи документов, оформления и так далее? И помогали ли тебе с подачей документов? Я считаю, что лучше в общежитии, так как все дети вместе, там особая атмосфера. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Global Students. Сегодня в необычной обстановке, необычном месте мы находимся в офисе Global Students в городе Измир. Сегодня мы решили взять мини-интервью у тех ребят, которые получили уже приглашение от разных университетов. И заметьте, что это только первый поток. И, конечно же, приятного просмотра. Меня зовут Виктория, я из города Караганда. Выбрала Турцию, так как хотела учиться за границей. И из всех компаний выбрала именно Global Students, так как, на мой взгляд, она показалась мне самой лучшей из всех, что были возможными. Хорошо, Виктория. Вот мы все знаем то, что для тех людей, которые знают казахский язык, намного легче уже изучать. Вот как было для тебя вот весь этот процесс обучения турецкого языка, если поделишься? Я именно не знаю казахский на разговорном уровне, но за счет того, что в школе я познакомилась с грамматикой, а грамматика, она схожа с турецким, и это давало мне немножечко Легкости. Да, легкости. Ну и также мне легко даются языки, поэтому я быстро схватываю. Получается, прям таких сложных проблем у тебя не было с изучением? Нет. Учителя в этом плане? Учителя помогают, поддерживают, то есть я вообще не знала турецкий, когда сюда прилетела, и когда зашла учительница, начала говорить только на турецком, вот тогда я была в шоке, и первую неделю тоже, но вот когда прошел первый месяц, уже прям было намного легче. Ребята, хотим сказать то, что Виктория поступила в один из турецких вузов под названием Анадолу, и еще, если не ошибаюсь, пришло приглашение с университета Dokuz Eylül. Вот давайте сейчас пройдемся по первому университету Анадолу. Сколько времени ты ждала вот это приглашение? Вообще, как происходил вот сам процесс подачи документов, оформления и так далее? И помогали ли тебе с подачей документов? Получается, я подала заявку в самый последний день, просто, можно сказать, чтобы попробовать. Я вообще не рассчитывала поступить в этот вуз и не рассматривала эту специальность. После подачи примерно прошла неделя, и мне приходит приглашение. Ну и нужно было подумать, очень быстро принять решение. Всего лишь давалась неделя вроде бы. И сразу же потом мы поехали в Эскишехир и туда подавать документы. Нам куратор в этом плане очень помогла, рассказала все, какие документы нужно собрать. В общем, проконсультировала. Получается, в Анадолу был первый поток, ты поступила по аттестату. Да, все правильно. Аттестат у тебя по 100-бальной или по 5-бальной? Сколько у тебя? Аттестат у меня 5 из 5. 5 из 5. Отличница. Да. Супер. Все хорошо. Еще у нас есть приглашение с Dokuz Eylül. Как это так получилось? Получается, в Dokuz Eylül куратор подавала мои документы, и мне в Dokuz Eylül пришло приглашение на ветеринарию. Но я уже все-таки предпочитаю остаться в Анадолу. А в Анадолу на какую профессию ты поступила? В Анадолу на фармацевта. Окей, Виктория, спасибо большое, что поделилась своим опытом, как вообще происходил сам процесс. И вот есть какой-нибудь совет, может быть, для следующего потока, который вот прилетят в этом году в сентябре? Не бойтесь пробовать, у вас обязательно все получится, главное верьте в себя. Супер, спасибо большое, удачи тебе в дальнейшем. Всем привет, меня зовут Мухтар Муса, я сейчас нахожусь в офисе Global Students в городе Измир. Прилетел я в Измир еще в сентябре, 21 сентября, проживаю в общаге, который предоставляет Global Students. Учу турецкий, подготавливаюсь к экзамену ЙОС. Окей, Муса, ответь, пожалуйста, мне на один вопрос. Как прошла твоя адаптация в первый месяц, давай скажем, по прибытию в Турцию? Да, в принципе, все было очень хорошо. Первый месяц, вообще, в общем, нам очень сильно помогают кураторы. Они нас очень много куда свозили, показали весь город, свозили по торговым центрам, показали полностью путь до офиса, до места учебы и так далее. Они, какой-нибудь малейший вопрос нам на все отвечали кураторы. Получается, они полностью вас сопровождали, помогали при любых проблемах и так далее, да? Допустим, у кого-то там какие-то случились проблемы с документами, просто написать куратору, он все решит, и даже можно насчет этого вообще не париться.
Муса, как вообще проходит твое обучение? Вот, если более поподробнее об этом расскажешь. Ну, в принципе, все отлично. Сейчас вот недавно сдал тест на уровень B2. В июне, надеюсь, ну как надеюсь, я уверен, что я получу уровень C1. Кураторы мне помогли с подачей документов на тест ЙОС. Вот сейчас ожидаю свой экзамен ЙОС, готовлюсь к нему и учусь. Какие-нибудь страхи перед экзаменом есть? Нет, вообще нет. Почему? С такими кураторами вообще не стоит ничего бояться. Меня зовут Кристина, мне 17 лет, и я из города Караганды. Кристина, а можешь описать вот город Измир? Какой он открылся для тебя вот за время твоего обучения здесь и нахождения? Измир очень классный город, насыщенный. Каждые выходные в культурпарке происходят всякие мероприятия. Тут можно найти много кафешек, да и вообще много интересных мест, достопримечательностей. В общем, Измир очень классный. Одним словом, не скучно. Ну да. Вообще ты рада, что вот твой первый год обучения в Турции начался именно с Измира? Конечно, рада. Измир вообще прям в мое сердце очень запал. Кристина, по твоему мнению, первый год в Турции лучше начинать в общежитии или в квартире все же? Я считаю, что лучше в общежитии, так как все дети вместе, там особая атмосфера, то, что мы с девочками живем в комнате, вместе делаем уроки, объясняем друг другу темы, это незабываемое ощущение и запомнится на всю жизнь. Ты отдаешь предпочтение общежитию? Да. Супер. Спасибо большое, Кристина. Желаем тебе удачи в дальнейшем. И чтобы каждый год обучения все было легче и легче. Счастливо. Всем привет, меня зовут Адема, мне 18 лет, я с города Астана. Адеми, можешь сказать, какие документы ты собирала для подачи в турецкие вузы, какие собирала в Турции, там доделала, можно сказать, и какие ты собирала еще в Казахстане? Ну, для начала нам кураторы Global Students, конечно, сначала проконсультировали, сказали, в какие места нужно пройти, подойти, сдать документы. Ну, мы сначала сдавали паспорт нотариально заверить у нотариуса, аттестат, конечно же, перевести на турецкий, ну и там остальные документы уже, доделывали здесь. Ну и, конечно же, нам помогали и кураторы Global Students сначала в Казахстане, потом по прилету сюда нам помогала наша куратор здесь. Адеми, смотри, получается, нам до этого Кристина рассказывала, как ей нравится общежитие и так далее. Ну, она так поверхностно прошлась. Хочу отметить то, что вы же сейчас живете в одном из лучших общежитий, которые есть в городе Измир под названием Эге. Вот. Если более подробно, если ты расскажешь, вот чем она тебя привлекает и вот, желание оставаться там каждый день и так далее. Ну, конечно, стоял выбор проживать в общежитии или же в квартире. Ну, выбор пал на общежитие, потому что очень много есть каких-то преимуществ. Например, система безопасности, постоянная охрана рядом. Даже если ночью куда-то выйти, в принципе, возле территории общаги уже не так страшно ходить, потому что как-никак Турция, другая страна. И, конечно же, семья, родители переживают за мое проживание дальнейшее в юрте. Ну и также другим плюсом является то, что в шаговой доступности, вокруг общаги есть магазины, кафе, торговый центр, форум и также Икея. Что же насчет университетов? Я получила приглашение от Анадолу вуза, но я сейчас не ограничиваюсь именно одним приглашением, поскольку существует множество различных других вариантов поступлений. У нас постоянно куратор обновляет информацию о ближайших потоках в те или иные вузы. Существует Telegram и Instagram. Можете... Где, получается, каждый день, если не ошибаюсь, вас информируют, да, какой университет? Каждый день происходит какая-то вброс новой новости, и уже идет обсуждение, решение уже с друзьями или с семьей. Получается, например, вам говорят, такой-то такой универ открылся, вы приходите в академию, говорите куратору то, что вы хотите подать, и уже происходит сбор документов, подача заявки. Ага. Сколько это занимает у вас по времени? Плюс-минус, если сказать на одного ученика, то это 20-30 минут, не более. За один день? Зависит от количества людей, конечно, которые сейчас подойдут, и ты должен просто ждать. Получается, тебе понравился универ, ты за один день просто приходишь,
Все оформляешь, подожди. Главное доносить все сразу и не растягивать это там на несколько недель, потому что, ну, и труд уважать тоже надо. Все, супер. Спасибо большое, Адами. Желаем тебе удачи в дальнейшем, чтобы твое обучение каждый день было прекрасным и легким. Спасибо. Всем привет, меня зовут Бекенов Даурен, мне 18 лет, я из города Алматы. Даурен, в данный момент из какого университета у тебя есть приглашение? С университета Докус Илюль помогли мне поступить в университет куратор Айнура Ходжам. Получается, вот это твой первый поток приема документов от университета Докус Илюль в твоем случае, да? Да. Из первого потока ты уже поступил? Да, поступил по аттестату с первого потока. На какую профессию? Бизнес-администрирование. Это та профессия, которую ты сам хотел? Да. Вот ты выбрал университет Докус Илюль. По какой причине? Так как он входит в топ-5 хороших университетов, очень хорошо ценится. Многие о нем говорят только хорошее. Также он находится в городе Измир, где я проживаю уже год, где я ко всему привык. Ты рад тому, что вот первый твой учебный год Foundation начался именно в городе Измир? Да, мне абсолютно все нравится. Классно все, если честно. По обучению турецкого языка как у тебя? Все хорошо, можно сказать, идеально. Все, учителя все хорошо объясняют. Не понимаешь, они говорят остаться после уроков. Мы с тобой позанимаемся. Всегда приветливый, получается, да? Всегда рады помочь. Да. Окей, супер. Вот Измир немного отличается от других городов, если ты знаешь, он более такой европейский. Вот как у тебя вот период адаптации прошел? Если честно, вот я был немного удивлен их традициям, вот как они празднуют тот же вот Курбан-Байрам, например. Вот я сходил в Накунак, там было капец как весело, все так танцевали, я там вместе с ними залетел, танцевал. Классно было, честно, мне понравилось. Также вот все добрые, доброжелательные, все так хорошо относятся. Плохих сторон еще не видел, так. Надеемся, не увидишь. Да. Вот. Окей. Все. В общем, ты рад всему. Очень сильно рад. Я рад Global Students, что они мне дали такую возможность. Также своим родителям, что они доверились, отправили меня сюда. Ну, большой рахмет Global Students. Хорошо, Даурен, спасибо большое, то, что уделил нам время. Поделился своим отзывом, можно так сказать, своим опытом. Желаем тебе только успехов в будущем, чтобы каждый год обучения был все веселее, полезнее и легче. Есть какие-нибудь пожелания вот следующему потоку, который в этом году в сентябре прилетят? Вот. Относитесь к учебе серьезно. Также решите заранее, на какую профессию вы хотите поступить. Тенген кунун билиндер. Знаете ценность деньгам. Да. Желаю вам всего самого наилучшего, удачи. Спасибо большое, Даурен. Итак, ребята, видео подошло к концу. Спасибо большое, что досмотрели ее до конца. Мы очень сильно надеемся, что это видео было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал Global Students. Пишите комментарии, на какую тему хотели бы следующее видео. И, конечно же, не забывайте следить за всеми новостями в Instagram-странице Global Students и подписываться, ведь там есть очень много информации о жизни в Турции и турецких вузах. Всем пока!